Conventional implants that most of us have used, I have used it for the first 15 years of my practice. Традиционные имплантаты — это те, которые большинство из вас, наверное, используют, это те, которые я использовал. First 15 years of my practice. Которые я использовал первые 15 лет своей практики. They do provide excellent biologic and physiologic results. Они дают хорошие биологические и физиологические результаты. But only when the bone is sufficiently high. Но только в тех случаях, когда имеется Let us say about 10 millimeter plus. Кости, скажем, 10 миллиметров и больше. And the alveolar crest is sufficiently wide. Let us say 5 or 6 millimeter. И достаточно широкий альвеолярный отросток, например, 6 миллиметров. The problem comes in when the bone is less than 4 millimeter in vertical. Но появляется проблема, когда кости меньше, чем 4 миллиметра. And the alveolar crest is very, very thin. И очень узкий альвеолярный гребень. Now these are the challenging cases in dental implantology. И это достаточно сложные случаи в дентальной имплантации. Let us look at the options we currently have when we are faced with this clinical situation. И давайте посмотрим на варианты, с которыми мы сталкиваемся в наших клинических Bone grafting, all of us know. We all know bone grafting. Мы все знаем о With or without, трансплантации кости. with or without sinus lift procedures in the maxilla. О процедурах синус-лифтинга на нижней челюсти. With or without inferior alveolar nerve lateralization in the mandible. В случае с и без репозиции нижнеальвеолярного нерва. Harvesting bone from intraoral site is a fairly common and routine procedure. Получение трансплантатов из областей внутри полости рта – это достаточно распространенная процедура. But the moment you want to harvest the bone from the iliac crest or from the cranium, но если же вы хотите получить трансплантат из области гребня подвздошной кости, it has very little patient acceptance and also very high morbidity. И с этим не очень хорошо соглашаются пациенты, и это достаточно травматичная процедура. You have done this, I have done this procedures, but Вы делали, наверное, такие операции, я проводил такие операции. We really need to ask ourselves this question today: are these procedures really necessary? Но мы должны сегодня спросить себя, действительно ли необходимы такие процедуры? I think the less I talk about osseointegration, the better. Я думаю, что чем меньше я буду говорить о остеоинтеграции, тем лучше. Now with the appearance of basal implants, on the scene, с появлением на рынке базальных имплантатов, we have an option to correct these patients with little bone height and little bone width. У нас появилась возможность проводить лечение пациентов со сниженным объемом кости вертикальной и горизонтальной плоскости. Not only restore these patients, but immediately functionally load these patients. Не только проводить восстановление для этих пациентов лечения, но также немедленно проводить функциональное восстановление. 99% of the patients who cannot be treated with conventional implant without grafting procedures, 99% пациентов, которым невозможно провести лечение в традиционной имплантации без проведения различных видов пересадки кости, are perfect candidates for BOI implants. Это отличные кандидаты для установки. Эти все пациенты хорошие кандидаты для установки базальных имплантатов. Yeah, so more and more patients who want implants but have stayed away from it because of grafting procedures, because of prolonged treatment time, now have a realistic chance to get fixed teeth within an acceptable time frame. Поэтому те пациенты, которые хотели иметь имплантаты, но отказывались от этой процедуры из-за того, что надо было провести аугментацию кости или должно было пройти время ожидания приживления этих имплантатов, теперь могут их получить, потому что можно установить другие имплантаты. So implants now have a new classification depending upon the mode of insertion of the implant. Классификация имплантатов
В зависимости от того, как они устанавливаются, We all know the Crestel approach. вы видите, мы все, конечно, знаем And now, of course, we have the laterally, имплантатов, которые устанавливаются крестами. and now we have the laterally И inserted. сейчас у нас появились уже имплантаторы латеральные. It was in the year 1984 В 1994 году that the first generation of disc implant появилось первое поколение дисковых имплантатов. was designed for tricortical support. Was designed for tricortical support. Они были, для них подразумевалась трехкортикальная опора. It is a combination of the blade implant and the conventional root form implant. Это комбинация пластинчатых корневидных имплантатов. Let us try to look at some of the main differences between the basal and the Crestel Давайте implants. посмотрим на основные различия между базальными имплантатами и кристальными имплантатами. The load transmission area is along the dense basal bone. Зона перераспределения нагрузки находится в плотной базальной кости With a very favorable bicortical support. с очень хорошей бикортикальной опорой. We have orthopedic surgeon friends, like Stefan just mentioned. У нас есть друзья, хирурги-ортопеды, Orthopedic surgeons do not rely on cancellous bone for any kind of surgery. They only rely on cortical bone. И наши коллеги-травматологи, они не опираются на губчатую кость, а они всегда устанавливают и фиксируют все в надежной кортикальной кости. They are not doing knee or hip replacement and telling the patient now that you need to sleep for 4 months for the knee replacement and maybe 5 months for the hip replacement. You need to sleep on the bed. It does not happen like that anymore. They give immediate function. They tell the patient start walking the next day. При замене коленного сустава или тазобедренного сустава они больше не говорят своим пациентам, пожалуйста, поспите 4 месяца, пока произойдет процесс заживления, они проводят нагружение очень скоро. Compared to this, of course, we all know that in the Crestel implant, the load transmission is along the vertical aspect of the implant, which is in the very poor cancellous bone normally. В сравнении с традиционным имплантатом, когда нагрузка распределяется вдоль поверхности этого имплантата, вдоль достаточно пористой губчатой кости. The site of bacterial invasion is far away from the load-bearing portion of the implant. Место перераспределения нагрузки находится вдали от места проникновения имплантата через слизистую. So the bone is more relaxed and not perform two functions as it does in a Crestel implant. Поэтому кость она может, можно сказать, отдыхать, ей не надо осуществлять две функции одновременно, как в кристальном имплантате. Because the Crestel implant, the load transmission area is along the Crestel 1/3. So bacterial transmission over here and load bearing. So the bone has to really perform two functions at the same time. В кристальном имплантате кость должна выполнять две вещи. Вот в области шейки она, получается, обеспечивает и перераспределение нагрузки, и там находится зона возможного проникновения микроорганизмов. Ridge resorption is never a problem because of the narrow, polished emergence of the implant into the oral cavity. Никогда не является проблемой из-за того, что вертикальный штифт имплантата он полирован. Compare this to the wide emergence of the regular implant into the oral cavity. В сравнении с широкой шейкой обычного традиционного имплантата. Wider the emergence, greater the area from which the bacteria can go inside. Чем шире его шейка, тем больше вероятность того, что в эту область проникнут микроорганизмы. The emergent part of the implant is polished. Compared to the rough surface implant, we all know what happens. Проникновение через слизистую в одном случае полированная, во втором случае она шероховатая. Each one of us knows what happens when the rough surface of the implant gets exposed into the oral environment. Все мы знаем, что может произойти, если эта часть шероховатой поверхности имплантата окажется соединена, связана с окружением полости рта. Is ankylosis. Не будет закрыта полностью со всех сторон костной ткани. Yeah, is ankylosis of teeth? Is it physiological or pathological? Процесс анкилоза зубов – это патологический процесс или физиологический?
it is rightly regarded as a pathological condition. Считается, что это, конечно, патологический процесс. Now, osseointegration along the vertical aspect of the implant is an inherent requirement, so this resembles ankylosed teeth, which is not physiological. Можно сказать об этом имплантате, что он имеет анкилоз, и это не является физиологическим процессом. But the flexibility here allows flexure of the jaw, which occurs during functioning. Но эластичность базального имплантата, она совместима с той эластичностью кости, которая происходит внутри нее во время функции. This is how a single disc implant, the BOI implant, looks like now. Вид на сегодняшний день You have однодискового базального you have a имплантата. single, a double, a triple. So you saw some of the И имеется demonstrations in одна, Stefan. двух- и трехдисковые имплантаты. The instrumentation is very simple to use the Инструменты implants. для установки этих имплантатов, они очень простые. We have a vertical cutter, Использование имеется вертикальная фреза, a combi cutter, комбикатор, a lateral cutter, латеральная фреза, a double disc cutter, двухдисковая and фреза a triple disc cutter. и трехдисковая. What we do is make a T-shaped osteotomy in the bone. Что мы делаем, это проводим Т-образную остеотомию кости. Of course, it fills with blood. Эта область, промежутки между имплантатом и костью, они будут заполнены кровью. And when the implant is inserted, И когда установлен имплантат, it is changed to woven bone, кровяной сгусток превращается в костный мозоль, and final healing occurs. и происходит процесс окончательного заживления. Today, more than 75% of my practice in India is immediate loading. 75% из моих клинических случаев моей практики я осуществляю с использованием медленной нагрузки. 21 years ago, when I started, 100% of my practice was delayed loading, the Pranama protocol. 21 years ago, 21 год назад, когда я начинала работать, в 100% случаев я работал с отсроченной нагрузкой на имплантаты. I am able to do successfully immediate loading because of the tools I have today, the KOS, Я the могу на basal, and the сегодняшний день BCS. успешно проводить немедленную нагрузку, так как я имею в своем распоряжении необходимое устройство. Some other pictures of the basal implants. Следующие примеры базальных имплантатов. This is a picture of the sunset at the North Pole. Sunset at the North Pole. Фотография заката солнца на Северном полюсе. With the moon at its closest point. The moon at its closest Когда point. Луна находится в ближайшем положении. You can see the sun under the moon, Как вы видите, солнце находится and you can под Луной, see the reflection. и вы видите отражение. I would like to present some of the cases, Я хочу показать вам некоторые клинические and примеры. I would like you to look at the cases with an open mind. И я хочу показать Open mind. Open mind, yeah. Я Yeah. хочу It показать is клинические- because they say mind is like a parachute. It does not work if it's not open. Хочу, чтобы вы имели открытое мышление, когда я буду показывать вам эти клинические случаи. We all know these names: Pranama, Jen, Мы Lakhon, все Mish. знаем все эти имена. Everybody says that maxilla. Everybody said that maxilla is very difficult to restore with. Все эти доктора Implants. говорили о том, что очень сложно проводить So let me show you one case of maxilla. на имплантатах. Let me show you one case of maxilla, Я хочу вам показать один клинический пример восстановления which I did верхней 7 years ago который я проводила 7 лет назад, when I started basal implant. когда я только начал работать с базальными имплантатами. I'm sorry for the slide, Мне очень жаль по поводу... but you can make out the sorry condition of the patient's teeth. Но вы, в принципе, можете увидеть, что очень плохое было состояние зубов. OPT shows very big periodontal disease and a lot of bone recession. На ортопантомограмме видно очень плохое состояние периодонтальных тканей вокруг зуба. There is third degree mobility of the teeth. Эти зубы имели третью степень подвижности. He is a very successful businessman. Этот человек был очень успешным бизнесменом.
his requirement was, I do not want to wear dentures. И его основное требование было, я не хочу носить съемные протезы. So you can see he's putting acrylic crowns, composite, flow material, wire bonded on the inside, just to hold on to the teeth till as long as he can hold on to them, desperately. He tried to hold on, to keep his teeth as long as possible by putting composite, Пациент, он crowns, хотел wires, любым everything. способом пытался сохранить оставшиеся зубы при помощи композитных реставраций и любыми способами. Yeah. Now, what is your treatment plan for this patient when he comes to you? Какой бы же план лечения был бы у вас, какой бы план лечения составили, если такой пациент пришел бы к вам? Everybody, including myself, used to say, well, Mr. Handa, that's his name, you have a very bad periodontal condition, so we have to remove all your teeth. Первое, наверное, о чем бы вы подумали, вы сказали мистеру Ханду, это то, как звали этого пациента, то, что сначала, то, что сделал бы я, это то, что надо удалить в первую очередь все зубы. And we will give you a denture. И мы установим вам съемный протез. Remember, patient does not want a denture, okay? Ну, вы помните, да, что пациент не хотел We will съемный allow the протез. periodontal disease to settle down. И мы дождемся, когда прекратится заболевание периодонта. You come back to us after 3 months. И вы вернетесь к нам через 3 месяца. We will do bone grafting, sinus lift procedures. И мы проведем трансплантацию костей и синус-лифтинг. So the first denture is not going to fit you, so we are going to make you a second denture. Таким образом, первый съемный протез он уже